Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители и радиослушатели. Программу «Якутск сегодня» буду вести я, Савина Анастасия Дмитриевна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. С нами работают режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. В нашем центре с 2021 года проводится для населения нашей республики школа здорового питания в очном и заочных форматах. Целью школы здорового питания является формирование мотивации населения на здоровый образ жизни, целью снижения влияния изменения поведенческих факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний, в том числе нездорового питания, через информирование, обучение технологиям здорового питания. Сегодня мы начнем цикл уроков «Школа здорового питания». Гости передачи – участницы проекта «Преображение. Многодетные мамы». Проект организован Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия при взаимодействии с Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия, Министерством по физической культуре и спорту Республики и другими. И он проводится в рамках Года семьи в России. Цель проекта «Преображение» – это формирование ответственного и уважительного отношения к материнству и собственному здоровью. Давайте же мы познакомимся с нашими гостями. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые зрители и телезрители. Меня зовут Екатерина. У меня 5 детей, 4 сыночка и лапочка-дочка. Очень хорошо. Здравствуйте, меня зовут Алена, я многодетная мама. У меня 5 детей, 3 сыночка и 2 дочери. Прекрасно. Самые лучшие. Здравствуйте, меня зовут Марина. У меня всего лишь 3 детей, 2 дочки и лапочка-сыночек. Да, очень радует, что наши женщины говорят всего лишь 3, да? То есть это очень радует. Все-таки такой тренд, скажем так, на многодетность нашей республики есть. И действительно, наша республика в дальневосточном регионе является самым таким многодетным. Итак, тема первого урока посвящена природным законам питания. Слово «закон» происходит от старославянского слова «кон», то есть в переводе это означает граница, начало, конец, то есть это то, что ограничено какими-то рамками. Общеобязательное правило, то, что признается обязательным к исполнению. То есть это неписанные, непререкаемые традиции, продиктованные самой природой. И нарушение законов, мы знаем, влечет за собой наказание. И нарушение природных законов, особенно природных законов питания, приводит к различным болезням. Итак, мы начнем разбор самого главного закона питания. Это закон кормовой или пищевой базы. И для всех живых существ эта база очень важна. Качественная пищевая база человека – это здоровое питание. Вот скажите, пожалуйста, как вы понимаете этот термин «здоровое питание»? Здоровое питание – это оптимальное развитие организма, здоровая, полноценная жизнедеятельность, которая способствует укреплению здоровья и убирает и, в принципе, предотвращает инфекции,
развития Да, болезней. неинфекционных заболеваний. Да, совершенно верно, совершенно верно. И вот этот термин, определение этого термина дано в Федеральном законе 47, да, от 1 марта 2020 года. То есть законодательно закреплено наконец-то этот термин. Итак, здоровое питание – это питание, ежедневный рацион которого основывается на принципах здорового питания. И на 3-м уроке школы здорового питания мы очень конкретно разберем каждый принцип. Отвечает требованиям безопасности, то есть пища не должна вредить нашему организму и создает условия для физического, интеллектуального развития, жизнедеятельности человека, вы правильно сказали, и будущих поколений. То есть, как мы питаемся сегодня, это влияет на наше потомство. Смотрите, вот какая ответственность лежит на нас. В нашем организме есть очень такой умный механизм биологической обратной связи, который говорит: делай то, что просит тело. Тело всегда знает то, что нужно организму. И касаемо здорового питания, мы это понимаем так: питайся так, как просит тело, то есть по запросу тела. И для того, чтобы понимать именно вот эти запросы тела, мы должны приобретать очень хороший пищевой опыт. Мы должны обогащать постоянно нашу пищевую базу, вводить в рацион все новые и новые продукты. И самое первое знакомство ребенка с пищей начинается, конечно, сразу после рождения. Да, это универсальная еда, это грудное молоко. Но далее 6 месяцев мы начинаем вводить ребенку прикормы, и здесь очень важно, чтобы вкусовые рецепторы ребенка привыкали к натуральным продуктам. И какую ошибку мы сейчас видим? Мы видим, что в прикормы вводятся порошковые каши. Мы видим, что в прикормы вводятся фруктовые пюрешки, фруктовые соки. И с самого начала идет калибровка вот этих рецепторов ребенка на сладости. Да? И потом вся натуральная еда кажется ребенку пресным, и очень трудно бывает ввести потом после этих продуктов промышленно переработанных природные продукты. Так и говорят: мой ребенок не ест мясо, мой ребенок не хочет кушать салаты, овощи, листья, да, он не хочет кушать каши и так далее. Поэтому, начиная с 6 месяцев, мы потихоньку вводим новые продукты. И вот этот процесс, он должен продолжаться через всю жизнь. А мы должны обогащать свою пищевую базу. Когда мы не можем распознать запрос тела на определенный продукт, у нас возникает такое внутреннее чувство тревоги, непонятное внутреннее чувство. Мы не можем понять, что нас тревожит. Да? Скорее всего, это может быть связано и с тем, что у нас очень куцая пищевая база. И мы не можем понять, каких микроэлементов, каких витаминов просит наше тело. Давайте перечислим группу продуктов питания, которой должна быть представлена пищевая база человека. Современная пищевая база, простыми словами, наша современная продуктовая корзина по факту состоит из 5 пунктов. Первый – это обширный пункт злаковых, это хлеба, выпечка, также это крупы и каши. Второй – это мясная наша тарелка, в которую входит мясо, рыба, птица и также яйца. Третье – это овощи, фрукты. Четвертое – это молочные продукты и все ее производные, соответственно, такие, кроме молока, кефир, творог, ряженка, разные сырки. Плюс 5 пунктом у нас идут орехи и семечки, которые являются также, как оказалось, продуктами. Ну и в настоящее время выделяют 6 пункт – это сахара и сахаропроизводные сладости. И в данное время нам очень сложно выбирать
правильные продукты для нашего рациона, поэтому мы сейчас учимся читать состав и читаем этикетки внимательно. Спасибо. Да, совершенно верно. Наши участницы сейчас проходят марафон формирования здоровых пищевых привычек, здоровое питание для всей семьи. Да, вы правы. Вы назвали у нас источники, продукты, источники животного белка, вы назвали источники растительного белка, назвали источники полезных жиров, как животные, так и растительные, и вы назвали большую группу пищевых волокон, клетчатки, да, это вот зелень, овощи, фрукты и так далее. Но вот 6-я группа, которую вы назвали, сладости, да, переработанные продукты, они, конечно, не входят в пищевую базу здорового питания. Это продукты появились сравнительно недавно, вот буквально, наверное, 2-е поколение только так близко и много знакомо с этими продуктами. И как раз вот этот фастфуд, переработанные продукты, вот этот бизнес быстрого питания, он нас подсадил на сладости. Многие люди уже находятся в такой зависимости, углеводной или пищевой зависимости. И вот буквально мы до этого проводили уроки трезвости, ознакомливали с методом советского ученого, нейрофизиолога Геннадия Андреевича Шичко, который говорил, что причина всех зависимостей, она одна. Да? И, в принципе, избавление от зависимости тоже она одна, универсальная. Поэтому методика вот Шичко, она универсальная методика. И первое, с чего начинается лечение зависимости, скажем так, это информирование, это просветительская работа, это научные данные нужны о здоровом питании. К сожалению, вот формирование пищевых привычек происходит, нездоровых пищевых привычек происходит в семье очень рано. И пример, конечно, здесь родители. Все их нездоровые, неправильные пищевые привычки, в том числе, ребенок копирует. Происходит первое приобщение, потом это становится привычкой, потому что постоянно, потом возникает потребность, и в семье формируется еще неправильная установка. Очень часто пища является, имеет такую эмоциональную связь, или негативную, или положительную. То есть пища как награда или как наказание. Суп не съешь, конфетку не получишь. Да? Не плачь, вот тебе конфетку дам, успокойся. И таким образом. Вот пошло неправильное формирование нездоровых привычек. Поэтому говорить об этом надо. И я думаю, что вы сейчас, обучаясь вот в школе здорового питания, наверное, со своими детьми уже рассказываете, да? Рассказываете о каждом продукте питания, который есть на столе. К сожалению, мы сейчас видим, что пищевая база нарушена современного человека. Очень много продуктов быстрого питания, которые приводят к голоду, к скрытому голоду. Практически 80% населения испытывает скрытый голод, дефицит белков, дефицит полезных жиров, дефицит клетчатки, значит и витаминов, и микроэлементов. А насытиться можно только на белках, только на полезных жирах и медленных углеводах. Почему очень много переработанных продуктов? Потому что это бизнес, потому что так легко накормить человека, это дешево и легко. И вот эта пища, она является высококалорийной, но в то же время очень низкой по питательной ценности. И буквально через 1,5-2 часа человек опять голодный. Человек все время хочет кушать, все время жует. И вот такой человек, вечно голодный, вечно жующий человек, он очень нужен именно индустрии фастфуда. Так, давайте мы разберем следующий закон питания. Это закон широтности или высотности питания. Мы живем в очень суровых условиях Крайнего Севера. И у нас веками здесь выработался очень разумный тип питания, белково-жировой. Почему? То есть в рационе преобладали наших предков жиры,
Чаще всего они были насыщенные жиры, то есть природные животные жиры. Было достаточное количество белков, но и треть рациона наших предков состояла из клетчатки, пищевых волокон. Да, тогда, в то время до земледелия не было круп, зерен, но клетчатку наши предки добывали из съедобных растений. Они знали более 80 видов съедобных растений. И на Крайнем Севере у нас очень длинная зима, холодная зима, воздух вымораживается, сухое лето, сухой климат. В 9 месяцев у нас мы живем центральным отоплением, пересушенный воздух. И в этих условиях очень плохо усваивается кислород нашим организмом. А жиры, полезные жиры, их главная функция как раз является обеспечение нашего организма кислородом. Они создают такую жировую эмульсию в таких воздушных пузыречках, которыми заканчиваются наши бронхи. И благодаря этой эмульсии происходит газообмен. Кислород проникает в кровеносное русло, и из кровеносного русла мы выводим продукт жизнедеятельности, продукт распада, это углекислый газ. Но вот это вещество называется сурфактант. Это очень расходуемый материал, очень чувствительный. Мы даже когда не болеем, примерно 20 раз покашливание делаем в течение дня, мы очищаем наши бронхи. Также вот этот сурфактант, жировую эмульсию, смывают жиросмывающие вещества, такие как пары спирта, смог, табачный дым, вся бытовая химия, которая пахучая, краски, ацетон и так далее, выхлопные газы. И поэтому мы должны постоянно восполнять запасы этих жиров. И в нашем рационе постоянно должны быть полезные жиры. Итак, первым признаком вот этой гипоксии хронической в нашем организме является непреодолимая тяга к сладостям. Раз вы сладкоежка, значит, ваш организм испытывает кислородное голодание. Скорее всего, из-за того, что в рационе нет жиров. И вторая причина, наиболее распространенная, это есть дефицит железа. Итак, как это можно ликвидировать? Очень просто. Добавляем в рацион полезные жиры, мы их разберем дальше, и начинаем больше двигаться, и желательно на свежем воздухе. И как раз для того, чтобы кушать жиры, нам много не надо. Вот когда я говорю, нам нужно в день всего вот чайную ложку сливочного масла, люди удивляются, как это так мало. Или же столовая ложка сметаны. Или вот 2 таких слайса, как 2 пальца сала или твердого сыра. Или стакан молока с жирностью обязательно. Или сливки. Или полчашечки творога, да? Или 1 яйцо. То есть это, в принципе, немного, да? То есть надо понимать, что в отношении жиров у нас должна быть мера. Все мы должны употреблять в меру. И в день мы должны примерно поедать где-то 70-80 грамм жиров. Я как раз вот на фото даю вот это распределение количества жиров в 100 грамм продуктах питания. Нам нужно совсем немножко, и их нужно постоянно чередовать. Так, и следующий закон, который тоже очень важный, природный закон питания, это закон соответствия прихода и расхода энергии. Как вы думаете, для чего мы едим, для чего нам нужна пища? Ну, для нашей энергии, жизнедеятельности, чтобы жить. Совершенно верно. Для того, чтобы жить, нам нужна энергия. И по этому закону, получается, мы должны энергию, которую получили, израсходовать, тогда у нас будет стабильный нормальный вес. Если будет энергии больше, чем мы расходуем, то это будет уже накопление лишнего веса. А если мы получаем меньше энергии, чем расходуем, то мы впадаем в дефицит веса.
Да? Смотрите, здесь вроде бы казалось все очень просто. И, ну, некоторым непонятно, да, вот на сколько килокалорий мы должны съедать. И здесь очень хорошо работают такие технологии здорового питания, как здоровая тарелка. Так, мы прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, мы вернемся. Мы продолжаем передачу. Итак, мы остановились на законе соответствия прихода и расхода энергии. Вот вопрос, как понять, сколько мы энергии получили из пищи, чтобы ее израсходовать? Вот как думаете? Тут есть у нас две хорошие технологии здорового питания. Давайте расскажите нам про тарелку здорового питания. Тарелочка здорового питания, она идет у нас 22 сантиметра. Мы делим ее на 3 части. Сначала напополам. Одну половинку у нас занимает овощи, фрукты. А вторую часть мы делим еще напополам, в которой будут у нас белки и правильные жиры. Наподобие получается что-то крупы, та же самая гречка. Гарнир, да? 1/4. В общем, да, тарелки. Гарнир. А второе это будут либо куриное мясо, либо рыба. В общем, правильные жиры, чтобы в нашем организме хватало каждого, получается. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть на тарелке у нас будут присутствовать белки, полезные жиры и клетчатка с медленными углеводами, да. И это должно быть в каждый прием пищи, и на завтрак, и на обед, и на ужин. И примерно с таким же соотношением у нас должны быть перекусы. А есть еще вторая технология здорового питания, чтобы понять, как питаться умеренно, чтобы израсходовать эту энергию. Это правило ладони. Кто помнит это правило? Давайте я скажу. Мясо должно быть с кулак, жирная рыба вот ладонь полностью, нежирная рыба вот пол-ладошка, масло сливочное вот чуть-чуть фаланга пальцев, сыры вот 2 слайса, 2 вот такие. И, к сожалению, пирожные только 2 пальчика. Да, совершенно верно. А салат аж 2 ладони. Салат 2 ладони, да, вот такая мисочка должна быть, да, то есть вот салаты мы себе не ограничиваем. Салаты это как раз пищевые волокна, это пища для нашей полезной микробиоты, совершенно верно. И ладонь всегда с нами, мы всегда можем сориентироваться, какое количество продуктов положить на тарелку. Ну, получили энергию. А что нужно сделать для того, чтобы израсходовать эту энергию? Двигаться больше. Да, совершенно это должна быть такая будничная физическая активность, да. Буквально любую возможность надо ловить, сходить пешочком, спуститься по лестнице. Какие еще виды такой будничной физической активности вы применяете? В садик, школу, когда уводим детей. Пешком, да? Да, пешком везде, ага. Также забираем их обратно. Магазины, что еще? Ну, также, если ездим по документам, ну, сначала на автобусах, конечно, а потом везде пешком. Чем больше пройдем, тем лучше будет. Уборка. Да, уборка, да. Мытье полов, особенно руками, да, это очень много килокалорий сжигается. И когда у тебя маленький ребенок, годик, ты априори не сидишь на месте, ты бегаешь за ребенком, да, особенно, да, когда ребенок пошел, это все время за ребенком ходишь и ходишь. Это очень хорошо, это нас тонизирует. А у вас какие любимые способы? У меня 2 раза в неделю я хожу на тренировки, плюс в угол собаки. Ну, очень здорово, очень здорово. То есть то, что мы получили, мы должны израсходовать, да? Но теперь, когда есть лишний вес, значит, мы должны израсходовать больше, чем съели, или же мы должны снизить калорийность нашей тарелки. Все должно здесь быть в балансе.
Так, следующий закон, природный закон, тоже очень важный закон, это закон естественного отбора. Про этот закон многие, все мы практически слышали со школы, с уроков биологии, да, вот как вы понимаете этот закон естественного отбора? Я отвечу. Закон естественного отбора испокон веков пошло, что выживает сильнейший. В контексте нашей темы выживает самый здоровый. Так как мы многодетные мамочки, мы, конечно, все ратуем за здоровое поколение, хотим, чтобы у нас были свои внуки, но учитывая то, что сейчас наш рынок перенасыщен, вредной продукцией, мы должны тщательно следить не только за своим питанием, но и за питанием своих детей. И вот взять наших бабушек, они хоть и жили в тяжелое время, но тем не менее они питались здоровой пищей. У них была экологически чистая продукция: мясо, рыба, те же жиры. У нас, к сожалению, такого нет. И закон естественного отбора ведет к тому, что если мы сейчас не будем следить за своим питанием, за питанием наших детей, то, возможно, последующего поколения уже не будет. Потому что в настоящее время уже 30% молодежи, пары бесплодные, не могут иметь детей, там прибегают к эко и так далее. Так что мы молодцы, мы родили много, и мы вот стараемся дальше воспитывать новое поколение в правильном ключе и будем передавать им ваши законы. Совершенно верно. Вы молодцы, потому что вы многодетные, да, и вы озабочены тем, чтобы вот вырастить здоровых детей, родить здоровых детей и вырастить здоровых детей, и обучаетесь этому, это очень здорово. Но вот смотрите, да, естественный отбор, он очень суровый закон. То есть, если не приспособился к условиям жизни, ты погибаешь или как вид, или как организм. И, к сожалению, с приходом земледелия у нас поменялся вообще тип питания, стал он больше углеводным, стало очень много зерновых продуктов, а в последние 70 лет стало очень много переработанных продуктов промышленных, да, и это все ведет к тому, к ослаблению, наших детей. И вы правильно заметили, что сейчас проблема зачатия и вынашивания ребенка очень стала большой проблемой. С 2013 года вот это экстракорпоральное оплодотворение вошло в программу ОМС, обязательного медицинского страхования, и проводится населению России бесплатно за счет средств ОМС. Это говорит о том, что, в общем-то, репродуктивный потенциал населения, народов падает. Так, и следующий закон, который хотела бы разобрать, это природный закон трезвости. Почему мы говорим про трезвость именно в рамках здорового питания? Потому что, к сожалению, законодательно алкоголь, этиловый спирт, его растворы посчитали пищевым продуктом. И это очень большое заблуждение. И законодательно же почему-то этот пищевой продукт нельзя беременным, нельзя детям, нельзя за рулем, да, вот такой странный продукт. И поэтому хотела бы вас ознакомить с этим законом трезвости. Но прежде давайте послушаем, как вы понимаете вообще термин трезвость. Трезвость — это жизнь без алкоголя и в принципе, здоровый образ жизни — это здоровый дух в здоровом теле. И также вот по поводу эко, да, если бы у нас, может быть, возможно, наши предки бы не употребляли бы алкоголь, да, то настоящее потомство, да, и будущее, оно бы действительно проходило бы все спокойно, и многие бы сейчас могли бы рожать без проблем. Да, без проблем. И сами
Вот, а так как алкоголь очень много где присутствует, поэтому, конечно, было бы желательно вообще его запретить. И мне кажется, у нас государство бы поменялось, и не было бы ни алкоголя, ни там людей, которые могли бы там на улице, да, быть. И также вот как дети иногда смотришь, что многие, получается, родители, которые вот пьют, бросают детей, и дети остаются без попечительства. Это прямо очень такая большая проблема, конечно, поэтому я очень надеюсь, что все-таки уберут алкоголь и везде, и начнется здоровый образ жизни. Да, ну смотрите как, да, для того, чтобы сохранить свою трезвость, а трезвость — это ясность ума, чтобы сохранить свою трезвость, которую дала нам природа, ведь каждый человек рождается трезвым, не обязательно себя травить алкоголем. Магазинов может быть 1000 вокруг, но если у тебя сознательная трезвость, ты никогда себя не будешь травить вот этим ядом. И наш современник, наш учитель Карл Георгиевич Башарин в 13 году сформулировал очень важный закон трезвости, природный закон трезвости. Трезвость – это ясное и четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственно разумное состояние живых существ, человека, семьи, народов, государств, человечества. Нарушение законов трезвости ведет к вырождению и гибели живых существ, включая человеческое сообщество. То есть получается, если мы сохраним трезвость свою, мы сохраним трезвость своих детей, сохраним трезвость своих внуков, то у нас постепенно наше общество будет трезветь, даже без запретов. Да, даже без запретов. То есть в первую очередь мы должны установить сухой закон лично для себя, для своей семьи. Так, и вот получается, как получается, что когда мы нарушаем вот эти все природные законы питания, мы получаем вырождение, да? И сегодня вот этот научно этот термин называется генетическая дегенерация или поколенческая дегенерация. И, к сожалению, мы уже это видим. А ведь еще в середине XIX века французский врач-психиатр сделал открытие, что постоянное отравление с одного поколения на другое, непрекращающееся систематическое отравление алкоголем, табаком, недоброкачественной пищей приводит к вырождению рода, к ослаблению потомства. Да? И сегодня какие же мы проявления вырождения видим? Как вы думаете, в чем проявляется вырождение? Ну, это когда дети рождаются инвалидами. Да. Кто-то даже бывает в утробе матери умирают, да. Когда употребляют сильно. А кто-то бывает даже и выкидыш, не донашивает в общем, вообще детей. Да. То есть страдает репродуктивная функция, да? Также очень стало много детей с аутизмом, слышали, наверное. Когда ребенок уходит в себя, вроде бы родился, развивался нормально. И тут какой-то фактор, любой фактор негативный, ребенок откатывается в развитии назад. Почему? Это происходит потому, что ребенок рождается очень ослабленным. Да? Маловесные дети. Раньше я начинала работать педиатром, когда мы при хорошем уходе и при хорошем кормлении, они сразу шли в рост, хорошо развивались и так далее, догоняли своих ровесников, то мы сейчас видим, что эти дети еще у них идет задержка психоречевого, причем еще такая грубая задержка психоречевого развития. Очень много стало аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний. Это такие болезни, как псориаз, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, сахарный диабет первого типа, да, это все признаки вырождения. И что самое страшное, пошло нарушение привычных ролей. Это мускулинизация женщин и феминизация мужчин. То есть женщины стали очень сильные,
руководители за все отвечают, за все берутся, а мужчины стали очень слабые, стали уступать женщинам. И это ведь тоже признак вырождения, признак недостаточности гормонов. Итак, какой же мы вывод сделаем из нашего урока? Ну что, жизнь без алкоголя — это наше будущее, наше, ну, получается, нынешнее и будущее наше. Что будет дальше, это зависит только от нас, какой мы урок придадим нашим детям, нашим внукам, также и с питанием. Как мы сейчас себя настроим, так же, как мы покажем своим детям, также они передадут нашим внукам и так далее, нашим потомству. Вы родители как пример, да? То есть вывод из урока таков, что есть природные законы, которые писаны не нами, и которые лучше не нарушать, потому что наказание может быть очень таким жестким, да, в виде болезней и преждевременной смерти. Вообще вот эти законы, они очень суровые, природные. Тут даже генетика бывает бессильна, насколько вот эти внешние факторы среды влияют, значит, на наше здоровье, на наш организм. И тут другого не дано. Мы должны выполнять, мы должны жить согласно вот этим природным законам питания в том числе. И для того, чтобы приостановить вот эту генетическую дегенерацию. Выход есть. Очень хороший выход, вы правильно назвали, это трезвость, это здоровый образ жизни, это здоровое питание, это возврат к истокам, да, так как мы живем на севере, у нас все-таки должен быть белково-жировой тип питания тоже, мы должны вернуть в свой рацион правильные полезные жиры. Это движение обязательно, это управление стрессом. То есть, когда мы начинаем питаться правильно, мы устраняем все наши дефициты. И вот вы сейчас проходите марафон. Мы с вами прошли довольно-таки много шагов, технологий здорового питания. Вот что явилось для вас, ну, скажем так, новостью в сфере здорового питания? Все ли вы знали о здоровом питании? Знать-то знали, но не применяли, так можно сказать. Да, вот в этом главная ошибка. Информация идет, информации много, все слышим, но не делаем. Поэтому, дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели, знать недостаточно, надо обязательно действовать. Приглашаю вас на марафоны, которые мы проводим ежемесячно. Записаться можно по WhatsApp, по телефону 7 924 167 12 35. Пишите в WhatsApp. У нас буквально через неделю-другую начинается февральский поток марафона. Всего вам доброго. Будьте здоровы!